День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Старт основному циклу строительства Ленского моста дали в Якутии. Началась установка свай под опору масштабного инженерного сооружения. Республика продолжает восстанавливать объекты в подшефных городах новых регионов страны. Уже к концу этого года в Докучаевске заработает спортивный комплекс. В Якутии ожидаются осложнения в работе паромных переправ. Расскажем, когда ждать закрытия крупных рек и главной водной артерии реки Лены. Юные боксеры из Нерюнгри снова среди лучших. Сборная команда вернулась с победами с дальневосточного турнира в Благовещенске и республиканского турнира по боксу. Вышел в прокат фильм «Триумф» об олимпийских чемпионах. Расскажем, как удалось воссоздать дух и атмосферу поздних 70-х. Страны БРИКС сотрудничают ради благосостояния своих народов, а не против кого-либо. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на деловом форуме БРИКС. Он согласился со словами президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, что одной из ключевых задач для руководителей всех стран БРИКС является развитие деловой активности, поддержка бизнеса. Президент подчеркнул, что БРИКС является объединением государств, которые вместе работают, исходя из общих ценностей, общего видения развития, из принципа «самое главное – учета интересов друг друга». Что отличает БРИКС от очень многих других международных организаций? БРИКС не строился никогда против кого бы то ни было. Очень хорошо сказал премьер-министр Индии, по-моему, он сказал недавно, он сказал, что БРИКС – это не антизападное объединение, оно просто не западное. Вот это очень важно. В этом большой смысл есть. То есть БРИКС никому себя не противопоставляет. Он просто это объединение государств, которые вместе работают, исходя из общих ценностей, общего видения развития. И принцип самого главного – учета интересов друг друга. Вот на этой базе мы и будем работать в Казани. Тем временем Казань готовится к историческому событию. С 22 по 24 октября там пройдет саммит БРИКС. Свое участие в саммите подтвердили 33 страны, причем 24 из них будут представлены первыми лицами. Впервые примет Казань и генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. Таких масштабных делегаций ни Татарстан, ни Россия в целом еще не принимали. Размещены участники будут в 57 отелях, а также санаториях и общежитиях вузов. Ну а главными объектами саммита станут комплекс «Казань-Экспо», аэропорт, Казанский Кремль и Казанская ратуша. Летом туристический поток в России достиг 35 миллионов поездок. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. С мая по август турпоток увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом. Лидеры по посещаемости по-прежнему Краснодарский край и Москва. Они приняли более 3 миллионов человек каждый. Турпоток в Санкт-Петербург вырос на 20% до 2,5 миллионов гостей. Крым принял 1 миллион туристов. Интерес граждан к путешествиям по стране растет. И летний сезон традиционно самый популярный для поездок. А мы считаем, с мая по август в России совершено 35 миллионов турпоездок. Это почти на 11% больше, чем в прошлом году. А в этом июле у нас впервые за все время число туристов достигло 10 миллионов. И, кстати, этот рекорд мы в августе тоже повторили. Но что радует, мы что ожидаем, что по итогам года количество турпоездок превысит 90 миллионов. Это при том, что мы в 2023 году уже вам докладывали, что превысили допандемийный уровень на 10%. То есть темпы продолжают каждый год сохраняться. На левом берегу реки Лены состоялась церемония заливки первой буронабивной сваи под опору Ленского моста. Старт работам основного цикла строительства дал глава республики Айсан Николаев. С учетом климата и геологии региона проектировщиками разработана уникальная конструкция вантового моста. На торжественной церемонии побывала Даяна Федорова.
Для того, чтобы Великая река Лена была благосклонна к строительству Ленского моста, был проведен обряд Алгыс по традиции якутского народа. Этот мост свяжет авиационный, железнодорожный, автомобильный и речной транспорт, а также создаст каркас для развития транспортной сети на Дальнем Востоке России. Ленский мост из мечты в реальность. Дан старт основному циклу работ. Это первая буронабивная свая. Ее диаметр составляет 1,5 метра. Всего же проектом предусмотрена установка 27 опор. Причем у центральной будет установлено 208 свай. На сегодняшний день активно идут работы на обоих берегах реки. На технической площадке уже отсыпано более 200 тысяч кубических метров песка. В работу подключены порядка 40 крупной техники, в том числе буровая установка, кран весом 150 тонн и вивочный станок. Также привлечены порядка 60 рабочих. К 2026 году их количество увеличат до 1500 работников. Строительство Ленского моста у нас реализуется несколько этапов. На сегодняшний день у нас есть проектная документация самого моста и пробережного подхода. И сегодня ведутся работы на обоих берегах одновременно по подготовке технологических площадок, по устройству технологического моста через Табагинскую протоку, а также устройство монтажа, сборка бетонных заводов. Уникальная конструкция вантового моста включает в себя 3 пилона высотой до 285 метров. Длина составит более 4,5 километров. Общая протяженность автодороги с 2 подъездами – 14,5 километров. Требуется очень продуманное решение по укреплению основных несущих опор моста. В целом мост проектировался почти 4 года. Было подетально разобрано и снова собраны основные все конструктивные решения. Поэтому сегодня мы идем очень осознанно. У нас продуманы до деталей все основные инженерные решения. Автомобильный мостовой переход будет двухполосным с расчетной пропускной способностью 5300 автомобилей в сутки. Уже следующим летом начнутся работы в русле реки. Планы достаточно у нас сжатые. Срок окончания работы у нас конец 2028 года. Надо будет очень серьезно всем работать для того, чтобы оставаться в этом графике. Мост уникальный. Никогда в условиях вечной мерзлоты, перепадов свыше 100 градусов температурных не строились такие крупные инженерные сооружения. Ленский мост – одна из важнейших транспортных проектов в истории страны. Он позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем. Свяжет федеральные дороги Лена и Колыма с автодорогой Вилюй, то есть фактически восточную часть России с побережьем Охотского моря. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Табага. Ленский мост соединит остров с материком. Именно так считает Александр Кугаевский, заместитель председателя Общественного совета Арктической зоны Российской Федерации. По его мнению, политика, обозначенная Владимиром Путиным по связи Дальнего Востока с Центральной Россией, основанная на энергетике, транспорте и информационных технологиях, дает свои плоды. Установка первой сваи Ленского моста и дальнейшее его строительство позволит обеспечить Центральную Якутию необходимым грузом в период ледостава, а также решить проблемы по перевозке населения в весенний и осенний период. Транспорт снимает все эти проблемы. Это островное такое ощущение островитянина, оно довольно тяжело психологически переносится. А когда вдруг человек осознает, да, он оказывается не на материке. Вот. И поэтому вот эти проблемы мост у нас снимает. То есть у нас уже не будет вот этих сезонных запасов, которые тянут наш карман. У нас уже не будет этой оторванности от большой земли, ощущения оторванности от большой земли. Вот. Поэтому вот эффекты этого моста, его необходимость, и экономическая, и даже, так сказать, психологическая или социально-психологическая, вот они в таком пространстве находятся. Ленский мост станет связующим звеном, безусловно, сразу для нескольких транспортных коридоров. И самое главное, особенно он важен для жителей заречных районов Якутии. По сегодняшний день на протяжении почти 3000 километров нет ни одного мостового перехода через нашу реку, что не может не отразиться на развитии как региона, так и страны в целом. Мы, как простые жители заречных улусов, ежегодно испытываем трудности, проблемы с переправой. Этот мост ждали у нас даже больше, чем дорогу. На самом деле, по большому счету. Дороги всегда влияют положительно на экономику. В любом случае. Дороги
мосты, соединения всегда положительно на экономику влияет. Движение, все начинается с дорог. Все остальное привяжется к ним уже. Пожалуйста, можно завозить, можно увозить. Сейчас как проблема же с паромами какая большая. Вот сейчас, допустим, дорога закрывается к 20 числу, и все, до декабря. Учреждения высшего и среднего образования, очень много студентов и учащихся учатся с нашей с вузов республики и вне республики. И вот очень много проводятся спортивные мероприятия, культурные мероприятия. И вот тоже для передвижения на эти мероприятия как бы тоже все также упирается на потери времени на паромные переправы. Но основные высокотехнологические медицинское оборудование все-таки концентрировано у нас в городе Якутске, в центре здравоохранения. Да? Поэтому для обследования здоровья, оказания помощи все-таки нам необходимо вот этот мост через реку Лена, чтобы не терять время в ожидании переправы и как бы вот использоваться дорогой воздушный транспорт, как вертолеты, да, для оказания этого. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В связи с низкими температурами в ночное время и густым шугоходом на реке Вилюй закрылись переправы. Об этом сообщает оперштаб республики. На реке Лени уже закрыта переправа Кенгаласы-Сотинцы, переправы Качекацы-Махсагалох, Якутск-Нижний Бестях. Планируют завершение перевозок в период с 21 по 24 октября. Нюрба-Кюндядя в Нюрбинском районе. Переправы на территории Верхневилюйского и Сунтарского районов также завершили работу. На реке Алдан переправа Мегина-Алдан-Кескил закроется в ближайшие дни. На сегодняшний день паромная переправа Якутск-Нижний Бестях пока работает в штатном режиме. Погодные условия позволяют паромам курсировать, однако каждый день может нести свои коррективы. Сколько паромов работает на линии и ориентировочно когда планируется закрытие, знает Даяна Федорова. Выпускается 8-я линия на причал номер 2. Повторяю, погрузка производится на 2-м причале. Диспетчер – связующее звено между паромами, экипажами и пассажирами. На сегодняшний день курсируют 11 паромов. Суда осуществляют рейсы по мере наполнения. С октября уже намного меньше машин, потому что уже и холодно, никому не нужно на ту сторону, видимо. А грузовых много. Легковых не так много, грузовых достаточно. Потому что им нужно успеть. Извините, мне нужно ответить. На связи? Диспетчеру нужно всегда быть на связи. Именно он обеспечивает движение в акватории и размещение паромов на причалах. Постоянно нужно держать связь с паромами, чтобы как-то распределять вот опять-таки транспорт. Они там занимаются на паромах, а мы здесь, на берегу. С наступлением октября уровень воды в реках снижается, а лед начинает образовываться на поверхности. Несмотря на сложные климатические условия, паромные переправы остаются жизненно важными для местного населения. Осуществление перевозок будет зависеть от обстановки. Мы наблюдаем то, что отсутствие льда, снега и всего остального, летний режим сохраняется. 950 самая дешевая единица у нас. Все осталось на том же уровне, как и летом. Также, согласно расписанию, мы начинаем с 5:30 с одного берега и с другого. В ближайшее время ожидаются осложнения в работе паромных переправ на территории республики. Они связаны с ухудшением погодных условий, вызванных усилением ветров и снижением температуры воздуха. Паромная переправа через реку Вилюй функционирует в осложненной обстановке. В ночное время наблюдается отрицательная температура, это -8, -9, особенно на Вилюйской группе районов. И вот первые уже ледовые явления появились на реке Марха, появляются уже в районе поселка Верхневилюйск. И все равно погода берет свое, и как бы ожидается то, что 2-3 дня как бы уже закрытие паромных переправ. Ну а на переправе через реку Алдан закрытие также планируется в ближайшие дни. Через реку Лену завершение перевозок планируется в период с 18 по 22 октября. Сроки закрытия могут корректироваться в зависимости от гидрологической обстановки. Даяна Федорова, Джилстейн Иннокентьев, Якутск.
В Якутии беспилотная авиация выполнила 46 демонстрационных полетов и доставила 150 килограмм груза. Об этом сообщил глава Якутии Айсан Николаев. Так, в эти дни в горном районе впервые провели пробные полеты беспилотным воздушным судном. БПЛА перевез малогабаритный груз из села Бердигистяк в село Кептин. Дальность полета составила 150 километров. Жители отдаленного Наслега получили посылки в целости и сохранности. По словам главы региона, сейчас ведется работа по переходу от экспериментального использования беспилотников к более практическому их применению. В этом году в Ленске снег выпал уже в начале октября, и температура установилась ниже нуля. Как следствие таких погодных условий – гололед на дорогах и тротуарах. Дорожные службы вышли на дороги, подрядные организации ведут уборку снежного покрова, дороги посыпают песком. В таких погодных условиях повысился и риск аварий. Как сообщили в ГАИ по Ленскому району, пока значительного увеличения ДТП не зарегистрировали, но сотрудники госавтоинспекции предупреждают граждан, чтобы водители и пешеходы соблюдали меры предосторожности. Водителям необходимо своевременно поменять резину на зимнюю, помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, воздержаться от совершения маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения. При появлении гололеда на дороге снизить скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортные происшествия. По возможности начинающим водителям необходимо воздержаться от поездок в вечерние и утренние часы. Пешеходы должны быть осторожны, переходить дорогу только там, где есть пешеходный переход. Жители микрорайона Птицевод обеспокоены изменением движения автобусов в столице. С ноября 14-й маршрут с микрорайона не будет доезжать до школы номер 6, которая находится в районе ДСК и куда ходит большинство детей микрорайона. Подробнее о проблеме жителей в следующем сюжете. Новая автобусная реформа уже ставит якутян в тупик. Отныне 14-й автобус перестанет ездить по своему нынешнему маршруту. Если раньше он ездил по Ивана Кульбертинова, затрагивая такие остановки, как Ивана Кульбертинова, СОТ «Березка», «Птицевод», СОТ «Озерный», школа номер 19, магазин «Бюджет» и контора, то с ноября планируется, что маршрут номер 14 не будет заезжать на улицу Ивана Кульбертинова. У жителей микрорайона Птицевод это был единственный маршрут, который обслуживал их остановку. Таким образом, у жителей данных микрорайонов не будет возможности доезжать до школы номер 6 и детских садов напрямую, как прежде. Вся инфраструктура, она будет на ДСК. Дети учатся на ДСК, детсады, кинотеатры, школы. Скоро там еще одна школа строится, опять дети туда будут ходить. Это поликлиника будет новая, там говорят. У нас 2 детей. Им надо в школу ходить. Им надо как до сюда ехать на пересадки, потом на 16-й садиться. 14-й хоть до школы доезжал, а 16-й едет конечная Воинская. До школы вообще не едет. 11-й маршрут, который был запущен для удобства жителей микрорайона Птицевод, не покрывает их потребности. Он лишь соединяет речевую школу и село Пригородное через микрорайон Птицефабрика, что оголяет участок улицы Ивана Кульбертинова. Тем самым сотни жителей остаются без прямого автобусного сообщения до школы номер 6. Маршрут 14 был единственным способом для передвижения наших школьников, дошкольников и, конечно же, для быстрого передвижения в центр города. Поэтому мы настоятельно хотим, чтобы наш маршрут 14 оставили, как было. Например, мой ребенок ходит в детский сад номер 40, где находится в центре города, так как мы относимся к автодорожному округу. Это вообще далеко, там только ездит маршрут 14. У нас дети ходят в школу, и нам неудобно, чтобы они ездили, сами возим их. И каждое утро привозим, отвозим. И нам неудобно, что автобус, который нам новый дали, выходит на птицефабрику. И убрали 14-й, который ездит в школу. Сейчас зима будет, и очень далеко остановки находятся. Мы обратились в городскую дорожно-транспортную службу города Якутска. На каком маршруте теперь будут ездить жители данных микрорайонов, у которых остановка находится по улице Ивана Кульбертинова? На сегодняшний день по улице Ивана Кульбертинова на части отрезка с
улицы Птицефабрика, да, будет курсировать, курсирует уже 11-й городской маршрут новый, который мы недавно запустили. Он, получается, выходит на Ивана Кульбертинова и дальше едет по Сергеляскому шоссе. Тот отрезок, который ближе к конечной остановке Воинская, будет заходить по новой схеме движения городской маршрут номер 16 вместо маршрута номер 14, чья конечная остановка переходит на конечную остановку улицы Воинской. То есть у жителей появится транспортная доступность также останется на том же уровне, но и будет изменен лишь маршрут. На маршрут 16-й маршрут будет курсировать с конечной той же остановки, которая у него была на Воинской, по улице Ивана Кульбертинова полностью, через Сергеляское шоссе и далее по своему маршруту через Гименин. Для жителей ДСК первого отдела полиции, в районе первого отдела полиции, школы номер 6, значит, мы дополнительно обустроим к новой схеме, к запуску новой схемы движения автобусов, дополнительную автобусную остановку, установим навес, дорожный знак в районе дома номер 40/9 по улице проспекта Михаила Николаева. Там будет останавливаться с Воинской, когда он будет выезжать, городской 16-й маршрут, будет останавливаться 16-й маршрут на этой остановке новый, чтобы у жителей была возможность добираться до поликлиники своей номер 3, которой они закреплены, и далее в Сайсарский округ. Таким образом, по улице Ивана Кульбертинова 14-й маршрут не будет ездить как прежде. Его будет заменять 16-й, который будет ездить через Сергеляское шоссе. Марферина Алексеева, Вероника Таюрская, Иван Сорокаумов, Нюргун Старостин, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В Якутске чествовали Героя России Радимира Максимова. По традиции торжественная церемония прошла в Доме правительства с участием общественности. Глава республики Айсен Николаев поздравил участника специальной военной операции и вручил сертификат на сумму в 1,5 миллиона рублей. Напомню, Максимов получил звание Героя России за совершенный подвиг. На протяжении 2 суток боец оборонял и удерживал занятый опорный пункт ВСУ и уничтожил с товарищами более 30 боевиков. Несмотря на ранение, он выполнил поставленную боевую задачу. Очень волнуюсь. Даже в передке так не волновался. Сейчас много народа собралось сегодня. Очень такой момент. Не каждый же день, да? Поэтому как-то хочу поблагодарить еще раз за столь хороший прием. Еще отдельно хочу еще благодарить, кто помогает именно на фронту, нашим ребятам, именно из Якутии. В городской больнице Докучаевска продолжают работу врачи из Якутии. Хирург, травматолог и анестезиолог ведут прием пациентов, как гражданских, так и военнослужащих, получивших ранения в результате боевых действий. Врачи работают в тесной связке с Докучаевским и коллегами, проводят совместные приемы, операции и обмен опытом. Более 450 операций выполнено, 70 лапароскопических операций в том числе. И приезжают еще, работают у нас бригада офтальмологов, также проводят операции здесь. То есть вы работаете как с гражданским населением, так и с ребятами, которые пострадали во время боевых действий? Да. У нас как раз-таки 50% это гражданские, 50% это военнослужащие, примерно. До нас приезжала работать бригада хирургов с Владимирской области, также бригада врачей. Потом, когда Докучаевский округ стал подшефным районом нашего региона, Республики Саха-Якутия, тогда уже приехали сюда мы работать. В поселке Еленовка Докучаевского городского округа с весны этого года работает многофункциональный центр «Мои документы» в помещении, восстановленном в рамках шефской помощи республики. Теперь жители поселка могут получить все необходимые услуги и документы в своем поселке, не выезжая в Докучаевск или Донецк.
В этом помещении у нас находится несколько учреждений. То есть это сам многофункциональный центр «Мои документы», Еленовская библиотека поселковая. Кроме того, в ближайшее время здесь будут размещены помещения банка и представительства администрации городского округа и пункт полиции. От населения поступают постоянные положительные отзывы, потому что это очень удобно стало. Не нужно ездить на территорию самого города Докучаевска, получать какие-то справки, документы. Все можно оформить в одном месте. Ну а в ближайшее время, когда будет размещен банк, да, представительство выездной администрации будет вдвойне, втройне удобнее для местного населения. То есть можно будет получить полный комплекс услуг. Самым крупным объектом восстановления в Донецкой Народной Республике является спортивный комплекс с бассейном в городе Докучаевск. В здании общей площадью более 3000 квадратных метров не было капитального и планового ремонта с момента постройки. Сейчас на здании практически завершены работы по фасаду и перепланировке. Также ремонтируется бассейн с чашей и меняются все коммуникации. Восстановлением объекта занимается рабочая группа из Якутии. Спорткомплекс примет посетителей еще до конца этого года. Колоссальные объемы работ сейчас осуществляются в Якутии, Саха, за очень короткое время. Уже сделали полную замену кровли, частично уже часть осталась замена фасада. Фасад почти весь заменен и утеплен. Проводятся штукатурные работы всех помещений, которые есть в спортивном комплексе. Сейчас у нас установлена новая вентиляция в плавательном бассейне. Подготавливается новая вентиляция в дворце спорта. Вентиляция нуждался бассейн, она вообще не работала. Сейчас ведутся работы в чаше бассейна и работы по игровому залу, большому игровому залу нашему. Скажем так, ваши желания и наши возможности, они насколько совпали? На 1000%, если можно так сказать. Все всегда с нами советовалось, всегда согласовывались, все, что происходило на спорткомплексе и сейчас происходит. Мы довольны на все 1000%. Пошив подшлемников, плетение маскировочных сетей и отправка посылок. Совет пенсионеров Алданского района оказывает военнослужащим различного рода помощь. Без малого год назад мастерицы освоили изготовление одеял-носилок. В мастерской совета побывали и наши корреспонденты. Отмерить и раскроить ткань, подогнать слои утеплителя, прострочить края и тщательно закрепить боковые ручки. В швейной мастерской Совета пенсионеров Алданского района рабочий процесс не останавливается. За день Лилия Чесак изготавливает 2 одеяла, которые также можно использовать в качестве носилок. Это одеяло носилочка, да. Они там даже говорят, что в случае даже патроны мы на них скидали и быстро притащили. Швейная мастерская в Совете пенсионеров была оборудована на средства гранта. И вот уже год женщины занимаются пошивом одеял-носилок. Изделия получаются легкими, теплыми и прочными. Ребята у нас рассказывают, они говорят, не только что, говорит, мы там накрылись ими, под семья подстелили. Они, говорит, нам очень нужны, когда у нас, говорит, ребята остаются на поле боя. И мы не можем их вынести в связи с серьезной ситуацией. Все равно кто-то, говорит, у нас есть, подползает, мы хоть их накрываем. А они у нас непромокаемые. И потом, говорит, мы можем этих ребят на эти же одеяла-носилочки и вытащить. Помимо одеял, рукодельницы районного совета пенсионеров также шьют подшлемники и плетут маскировочные сети. На их изготовлении сейчас трудится 1 бригада. Несколько мастериц делают заготовки. В нарезке так называемых галстуков немало тонкостей. Кто работает по бригадам, кто выходной, потому что только-только заканчивается сезон осенний, огороды, заготовки, и поэтому они чередуются. Сегодня у нас только 10 человек. Цвета тканей, из которых изготавливаются сети, выбраны вовсе не ошибочно. Зеленые оттенки подходят для маскировки в летнее время, а сейчас бригада плетет сети для зимнего сезона. Верно подобранные тона отметил один из военнослужащих. Приехав в отпуск, он зашел к мастерицам, чтобы поблагодарить их за помощь.
И вот он, когда увидел, он сказал, какие вы молодцы. Нам вот именно сейчас такие сети нужны, которые, потому что у нас снег падает, он тает, смешивается с грязью, с песком, и получается серо-черно-белый. И вы, говорит, вот именно как чувствуете и делаете то, что нам надо. С приобретением материала мастерицам помогают спонсоры и неравнодушные земляки. Посылки с готовыми изделиями пенсионеры отправляют в зону боевых действий с алданскими десантниками. Женщины просят солдат беречь себя и желают им поскорее вернуться домой. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. «Нет уст, святее товарищества» презентован второй сборник рассказов участников специальной военной операции. Государственный фонд «Защитники Отечества» собирает истории от самих военнослужащих и их близких. В прошлом году, в феврале, была презентована первая книга «Жизнь за другие своя» с историями ветеранов и уже распространена по всем библиотекам, музеям, театрам страны. Второй сборник вышел под редакцией писателя Захара Прилепина. В филиалы фонда поступило более 750 историй. В новую книгу вошли 43 подлинных истории. В том числе и 2 рассказа наших земляков якутян. Этот рассказ отец написал про своего сына, как он воевал, как погиб. Кратко. Рассказ о брате, который за друга пошел и погиб. Со служивцами, где брат служил, ребятами встречался, разговариваю по телефону, с женой друга Ронина, знакомы. В Мирнинском районе особое внимание уделяют патриотическому воспитанию. В этом учебном году во всех школах проводят мероприятия, формирующие и развивающие чувство гражданского достоинства, любви к Отечеству и своему народу. Продолжит тему Анна Васильева. В школе села Арылах по патриотическому воспитанию учащихся проделана немалая работа. Здесь разработаны рабочие программы воспитания. Обучающиеся принимают участие во всероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятиях патриотической направленности. Также детей начали обучать к такому предмету, как основа безопасности и защиты Родины. Практические занятия у нас всегда проходят интересно. Вот можно увидеть набор имитаторов травм и поражений, которые раньше как было. Раньше этих не было, просто практически, теоретически мы рассказываем учителя. Вот так надо делать, это надо делать, а практического у нас почти не было, можно сказать. А сейчас с появлением манекенов, имитаторов, в основном проходят практические занятия. Поэтому дети очень заинтересованы. Проводятся мероприятия, направленные на популяризацию отечественной истории. В этом году в школе был открыт музей. Пока в нем работает 2 экспозиции – «История школы» и «Уголок воинской славы». Наш музей – это не просто собрание старых вещей, это жизненная память о том, как развивалась наша школа, как менялись поколения учеников и учителей, как формировалась традиции. Жители села нам предоставляют всю информацию, всевозможные документы, фото, все материалы, которые можно использовать для музея, для истории. То есть оформление, вот все это мы делали очень много часов, то есть старались, вкладывали душу, возможности свои в реализацию этого музея, потому что он у нас ранее был, но был расформирован. И мы его опять восстанавливали, то есть собирали всю информацию, все по крупицам, то есть старались вот со всем энтузиазмом сделать для нашей школы, для наших детей музей. Музей с уголком воинской славы, где собраны фотографии жителей села, участвующих сейчас в специальной военной операции, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане, Чечне и других, является хорошим примером для других учебных заведений. Анна Васильева, Мирный.
В столице республики состоялось уникальное мероприятие, посвященное увековечению памяти тех, кто проявил мужество и отвагу в служении Родине. Республиканский слет школ, носящих имена героев, посвящен 80-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, году семьи в Российской Федерации, году детства в республике. В слете приняли участие 16 школ республики. Все они представили на выставке свои исследовательские работы по изучению подвига героя, имя которого носит школа. Также была запланирована обширная культурная программа. Мы представляем 24-ю школу, у нас 10 экспозиций. Климаков Сергей Иванович родился в деревне с очень хорошим названием. Староселье Калужской области в 1921 году в семье председателя сельсовета, участника Первой мировой войны Климакова Ивана Ивановича. После школы он окончил годичные курсы учителей и в 16 лет стал учителем сельской школы. И заочно поступил в Егорьевский педагогический институт. Он был настоящим лидером. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. От каких лакомств лучше отказаться и почему необходимо соблюдать правила гигиены? Об этом алданские школьники узнали из лекций, подготовленных сотрудниками Роспотребнадзора. Встречи проходят в рамках Всемирных дня чистых рук и Дня здорового питания, который отмечают в середине октября. О том, какая еда полезна и для чего нужно мыть руки, вспомнили и наши корреспонденты. Сейчас у мальчишек и девчонок вовсе не разминка и не минутка отдыха. Ребята осваивают на практике, как правильно мыть руки. А один из главных гигиенических навыков школьникам показывает представитель Роспотребнадзора со своим ассистентом Гаврилом. 15 октября проводится Всемирный день чистых рук, 16 октября Всемирный день здорового питания. В рамках этих мероприятий мы напоминаем детям о важности мытья рук, а также о необходимости здорового питания для комплексного развития организма и успехов в учебе, в спорте и иных достижениях. Встречи со школьниками сотрудники Роспотребнадзора организуют в рамках важных дат. Одна из лекций была проведена для воспитанников Алданского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Мероприятие, мы думаем, будет очень интересное, насыщенное. Алексей Викторович пришел к нам, чтобы просветить наших детей на тему гигиены, чистоты и здорового питания. Почему не стоит кушать много сладкого и пить газированные напитки? Что лучше, суп и каша или блюдо быстрого приготовления? В ходе лекции также была рассмотрена тема правильного питания. К слову, ребятам тоже было о чем рассказать. Какие продукты вредны, мальчишки и девчонки знают. Работу в этом направлении, естественно, мы ведем. У нас разработано меню, поэтому столовая у нас строго кормит по требованиям, скажем так, закона, да, назовем это так. Ведем работу по просвещению, что действительно чипсы, дошираки и вся эта не очень полезная еда, она не приносит ни здоровья, мимолетную радость, скажем так. Ребята узнали не только о вредной пище, но и о полезной, а также о продуктах, богатых микроэлементами и витаминами, которые столь важны для растущего организма. По мнению взрослых, работа с подрастающим поколением в данных направлениях должна вестись постоянно. Мне кажется, что если бы все люди умели мыть правильно руки, делали это тогда, когда необходимо, инфекционное отделение, по крайней мере кишечное отделение, было бы абсолютно пустое. Занятие завершилось, и пришло время подкрепиться. Для юных слушателей гости приготовили вкусное и полезное угощение – батончики гематогена. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В начале октября в Казахстане состоялось награждение лучших из лучших в своем деле премии People Awards. Победительницей в одной из самых престижных номинаций стала успешная предпринимательница Нургустана Лукина. Подробнее о ее деятельности и дальнейших планах команды расскажет Даяна Федорова. В номинации «Духовный наставник года» лучшей становится Нургустана Лукина. Не
только успешная предпринимательница, но и духовный наставник. Нюргустана Лукина развивает свой бизнес, внедряя новые идеи и оставаясь верной своим корням и традициям. Ее история – это пример того, как страсть к делу и любовь к родной культуре могут привести к успеху и признанию. Из Якутии прямиком летела сюда, до Казахстана, чтобы оказаться здесь. Вот эти все аплодисменты вам, духовный наставник года Нюргустана Лукина. Ну, на самом деле, я сама была очень удивлена. Для меня это тоже было таким, знаете, большим шоком. Я понимаю, что это не только моя победа, а победа всей нашей команды, потому что, если честно, это мощное признание дает понимание, что, во-первых, мы в правильном направлении двигаемся, а во-вторых, то, что нужно много работать, еще больше. Стремление Нюргустаны Лукиной развивать культуру и традиции своего народа вдохновляют многих. Ее ресторан «Махтал» стал местом притяжения для ценителей вкусной национальной еды. Настоящая жемчужина в мире гастрономии быстро завоевала популярность благодаря уникальному сочетанию аутентичных рецептов и современного подхода к подаче блюд. Брусника моченая и также мясо оленины, сделанное в виде паштета. Каждый элемент интерьера был тщательно продуман, чтобы создать аутентичную атмосферу. В ресторане используются только свежие, качественные и натуральные ингредиенты. Главные ценности – любовь, простота и истина. Истина в нашей работе, когда мы максимально работаем на локальных местных продуктах. Почему? Потому что мы знаем, что они натуральные, что там нету никаких гормонов, никаких усилителей. Даже мы не используем, вот, например, в Махтале есть конкретный принцип. Никаких усилителей вкуса. Все натурально. Местное сливочное масло, местные дикоросы, травы. Там мы используем максимально всю вот мясную линейку. Успех приходит к тем, кто не боится трудностей и готов работать над собой. Она вдохновляет многих следовать своим мечтам и верить в себя, а также продолжает развивать свой бизнес, внедряя новые идеи. Мы растем и развиваемся в правильном направлении. Ведь не просто так 20-миллионный Казахстан выбрал себе в духовные наставники якутскую предпринимательницу, а у нас в Якутии живет, как вы знаете, 1 миллион жителей. Мы очень гордимся Нюргустаной Ивановной и верим, что наша миссия по популяризации Якутии, якутской кухни и якутской культуры будет с каждым годом находить все более новых приверженцев. Успешный предприниматель со своей командой не стоят на месте, а активно развиваются и совершенствуются. Сейчас они вводят новые блюда по мотивам мишленовских ресторанов, чтобы удивлять своих гостей. Недавно мы приехали с гастрономического тура ресторанного холдинга Нюргустаны Лукиной. Мы очень обращаем внимание, как подаются локальные продукты в ресторанах уровня Мишлен, чтобы это немножко внести в наши ежедневные проработки и на уровне этого создать свои блюда интересные и новое меню для наших ресторанов. Нюргустана Лукина – вдохновляющая фигура. Она успешно ведет несколько проектов и завоевывает уважение как среди коллег, так и среди клиентов. Ее деятельность вдохновляет многих следовать своим мечтам и не бояться рисковать ради достижения целей. Тайна Федорова, Нюргун Старостин, Якутск. Копилку золотых медалей, которые завоевывают нюрнбергенцы на соревнованиях самого разного уровня, вновь пополнили спортсмены, вернувшиеся сразу с 2 очень серьезных турниров по боксу. Наша съемочная группа в Нюрнберге встретилась с чемпионами. Вновь юные нюрнбергенские боксеры доказали, что их уровень подготовки и спортивное мастерство достойны самых высших наград. Накануне ребята вернулись с дальневосточного турнира в Благовещенске и республиканского турнира по боксу, прошедшем в столице региона, куда оспаривать медали съехались 140 юных спортсменов из 15 районов и городов республики. Сложно, потому что якутский бокс, он всегда славился, тем более мухачами, там легковесами, он всегда славился. И всегда, когда привозишь ребят в легких весах, ну, мандраж идет, потому что они все хорошие. Там нету плохих. Тем более 10-9 год у них прошла спартакиада летом. А 9-й год они практически все боксировали на Дети Азии. То есть команды у всех в каждом улусе, в каждом районе команды очень сильные.
Дальневосточный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР Виктора Лихогры, собрал более 200 участников из разных регионов Дальневосточного федерального округа. Тем не менее, нерюнгринцы вновь показали свой высокий уровень и заняли 3 первых места. В Благовещенске я провел 2 боя, а в Якутске 4 боя на все дни соревнований. Везде боксеры хорошие, и не сказал бы, что есть плохие. И в Благовещенске, и в Якутске было тяжело первые места вырывать. 8 лучших боксеров каждой весовой категории республиканского чемпионата получили право на участие в январском турнире сильнейших. 4 юных нерюнгринцев, занявших первые места, в их числе. На соревнованиях я провел 3 боя. В первом бою закончил в первом раунде, во втором закончил в третьем раунде. В третьем бою боксировал с нюрнбергским боксером. Бой был очень тяжелый. Провел все 3 раунда, выиграл раздельным решением судей. Вот так. В организации этих поездок большую помощь оказала нерюнгринская компания МИГ, поддерживающая юных спортсменов. Сейчас боксеры готовятся к всероссийскому турниру памяти Сергея Исмаилова и Николая Размахнина, а также к сборам. Они пройдут в Чеченской республике, после которых состоятся матчевые встречи со сборными Чечни и Дагестана. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. На этой неделе состоялась премьера долгожданного спортивного байопика «Триумф». В фильме показали историю восхождения на пьедестал Олимпийских игр в Монреале в 1976 году знаменитых борцов Романа Дмитриева, Павла Пенигина, Александра Иванова и их легендарного тренера Дмитрия Коркина. Главного героя Коркина сыграл заслуженный артист республики Иннокентий Луковцев. Чтобы достичь сходства с тренером, специалисты из Москвы взяли слепок лица для изготовления образа, что впервые было применено в якутском кинематографе. Также впервые использована и камера, качественно замедляющая съемки, и 3D-технологии для воссоздания Олимпийского стадиона. Вы знаете, я, наверное, бы не сказал, что начался турнир. Он уже не заканчивался, потому что когда я был здесь на премьере в театре пьесы, которая была поставлена, и тогда уже говорилось о том, что будет поставлен фильм. И то есть это уже идет продолжение той истории, которая была заложена еще несколько месяцев или год назад. Поэтому видите, как прекрасное продолжение того, что как чтут традиции, как умеют чтить традиции здесь, в Якутии. И судя по тому, что я увидел в театре и как к игре актеров отнеслись сами организаторы, то я не думаю, что к подходу фильма отнесутся не с таким вниманием, не с таким трепетом. Поэтому, конечно, ожидаю увидеть эмоции, во-первых, конечно. Самое главное, для чего приходят люди, это уметь вникнуть в то, что происходит или происходило несколько десятков лет назад, пропитаться теми эмоциями, тем состоянием, той атмосферой, которая царила именно в тренерской работе, в жизни, потому что это уже история, которая написана золотыми буквами, историю не только Якутии, но и всего мира. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.